Здравствуйте всем. Спасибо, что пришли в такую хорошую погоду. Это наш проект «Библиотечная одна пластинка в неделю». Это специальный проект, на котором мы слушаем пластинки из нашего фонда, а также из коллекции всяких коллекционеров, любителей музыки. Вот, наконец-то мы снова активизировались. Это наша первая встреча. Будет еще каждый месяц будет по одной встрече происходить. И в августе, где-то в середине, мы проведем одну. И по электронной музыке мы также в сентябре тоже будем продолжать. Вот. Сегодня с нами Радив Кашапов. Это журналист, музыкант, музыкальный критик и еще там много всего. Отец двоих детей. Да. Еще много регалий. Вот. Но самое важное, что он сегодня нам расскажет про татарский электропоп. Казалось бы, такая... Очевидная тема. Неочевидная, да, тема такая, потому что все говорят татарский электропоп, а что это вообще было? Потому что для всех, может быть, казалось, что это просто эстрада, но в целом как бы все равно жанр существует, и нельзя его игнорировать. Вот. Поэтому сейчас я дам слово Радифу Кашапову, а сам я пойду наверх включать для него видосы. Okay. Вот, спасибо еще раз. Так, всем привет. Барозга Салям. Сначала объясню, почему меня вся эта тема интересует. Я как музыкант изучаю же западную музыку, но и татарскую тоже начал в свое время изучать. И у меня есть куча статей про это на сайте «Реальное время». У нас есть там рубрика, по-моему, «Дихи 90-е» или что-то в этом духе. Дискотека 90-х. Вот. Плюс у нас есть сайт 100tatar.ru. Там мы собрали 100 татарских песен за последние, соответственно, прошедшего века, которые не лучшие песни, но через которые можно рассказать вообще про историю татарской музыки. Вот. Я, как человек, который родился в 1982 году, я понял, что мне очень нравится из татарской эстрады музыка звучания 80-х годов. Да, То есть, с другой стороны, конечно, я жесткий фанат 90-х. Ну, в смысле, я не то, что жесткий фанат, я вынужден был фанатом быть, потому что когда ты с отцом едешь в машине, он тебе ставит Айдара Галимова на кассете, и эта кассета просто переворачивается в течение 5 часов, То есть меня ночью разбуди, я такой буду бредить. Вот. Но татарская музыка 90-х, как вы знаете, наверное, да, это такая немножечко смесь, собственно, электронной музыки и немножечко шансона такого. В том смысле, что там появляется активное использование баянов. Вот. И немножко, конечно, к этому звуку, наверное, в силу противостояния со старшим поколением возникла какая-то аллергия. Вот. И я всегда интересовался, конечно, какая музыка из татарской мне может быть интересна. Выяснилось, что музыка была до. Вот. И, соответственно, если мы знаем историю татарской музыки в целом, мы видим, что после революции появляется у нас профессиональное образование татарское, да, у нас композиторы учатся, что характерно в Москве. Вот получают они, соответственно, уже европейскую какую-то подпитку, и татарская музыка, соответственно, меняется, то есть у нее появляются хоры появляются, да, появляется полифония, симфонизм и так далее, контрапункты. В общем, и когда говорят, что татарская музыка изменилась, надо понимать, про какую музыку мы говорим, да. Музыка дореволюционная татарская, она, конечно, совершенно другая. Вот. Мы, наверное, все-таки говорим про советскую татарскую музыку. Вот. Скажем так, например, в 60-е годы вслед за всем остальным СССР у нас появляется ВИА, то есть ВИА Идель, которая аккомпанировала Ильхаму Шакирову, ВИА Хозанутлары, который играет с Альфией Авзаловой, вот, и т.д. и т.п. Появился потом ВИА Саяр. Вот, активно, развивалось оркестровое направление. Вообще 70-е годы, я считаю, что такое самый расцвет татарской музыки в том плане, что она была очень разнообразной. Если посмотреть записи того времени, которые можно добыть с радиофонда или которые нам наши друзья с радиофонда залили в ВК, в Телеграм и так далее. Там есть музыка под баян, есть сольное пение зунки, есть даже есть альбом исполнения пластинка Шамиля Шарифуллина, в смысле запись Шамиля Шарифуллина «Мунаджатов», духовных песнопений. Есть у нас, оркестровые пения и т.д. и т.п. И вообще, если говорить про то, когда возникло у нас какие-то синтезаторные вещи, мне кажется, для меня это середина 70-х годов. Это когда Алмаз Мунасыпов записал такую сюиту, называется она «Тукая Ханнаре» в ритмах Тукая, где положил стихи Тукая на музыку, скажем так, такую преджазованную. Естественно, он там использовал синтезатор, но мне кажется, это электроорган, и звучит он вот так.
bulsan halk күңелләрен Тибрәтмәкче булсаң инешкә коллары Киләү тиеш әлбәт ачы хәсрәт тиен Кирәк түгел мәгънәсе көлке уен Да, у него вот есть два варианта. Один вариант в ВК можете найти. Я про эту статью писал, когда вот Эмиль Желядинов ушел от нас. Я просто решил написать статью, но не некролог, а вот про то, что у него был такой опыт. Это поэт Эмиль Желядинов. Вот есть другая запись, ее делал оркестр «Ля Примавера». Там поет, соответственно, Идрис Газиев. А что интересно, у Эмиля Желядинова, соответственно, голос один, но Идрис Газиев голос другой, это они в разных тональностях даже записаны эти. В общем, можно сравнить, да, как бы. Вот здесь слышно явно вот этот электроорганчик, выдает звуки свои. Вот. И надо вообще сказать, что татарская музыка в целом, она, конечно, смотрела условно на большого брата, на русскую эстраду, как бы что у них происходит. Вот. Я почему про это говорю? Вот недавно у нас мы узнали, что в этом году не будет фестиваля Узгари-Жиле, да, и, значит, рассуждали о том, насколько Узгари-Жиле повлиял, значит, на татарскую эстраду. Говорили, ну вот же, как бы, артисты начали петь вживую, там начали использовать живой аккомпанемент. Думаешь, в принципе, и в российской эстраде такой же тренд был, как бы, и вряд ли Узгари-Жиле на него повлиял. Скорее всего, просто люди осознали, что вживую выступать гораздо эффективнее, ну, экономичнее, в смысле того, что народ, как бы, ну, точно уж пойдет на тебя, если ты играешь вживую. Вот. И, соответственно, в 80-е годы у нас появляется мода на синтезаторный звук. Сама синтепоповая музыка, она возникает как массовое явление, наверное, в конце 70-х годов. Вот, когда, собственно говоря, в Европе появляются дешевые синтезаторы, то есть до этого синтезаторы стоили как машина, ну или как квартира, да, как бы, то есть ты обычный там парень с района, ты не можешь как бы, ну, вместо квартиры как бы купить себе синтезатор, который еще занимает, собственно, пол этого дома. А да, появляются, соответственно, более-менее такие доступные бюджетные синтезаторы с понятным интерфейсом, можно на них играть, как бы у нас появляется группа, которую мы там до сих пор все любим, да, там оркестр Manus in the Dark, ну и группа Depeche Mode и т.д. и т.п. Вот, соответственно, эта мода, естественно, приходит в Россию, в СССР, и тогдашним композиторам, конечно, безусловно, все это интересно. Ну, вот яркий пример, как композитор Тухманов, да, который до этого писал, скажем так, музыку более-менее сложную даже, как бы после этого начал там создавать проекты типа электроклуба и группы «Форум». Вот. И у нас они тоже появляются. То есть и в данном случае можно говорить о каком-то явлении, как татарский электропоп, то есть когда есть электронная музыка, но она сочинена по канонам поп-музыки. То есть у нее есть куплеты, припевы, попытка там заинтересовать слушателя. То есть не просто это какое-то авангардное течение синтезатора музыки или там симфоническое, академическое и так далее. Можно об этом несколько на примерах говорить. Если вот Салават сейчас откроет мне первую картинку. Так, вот эта картинка, ну, в общем, это у нас 24-канальный пульт. Он называется у нас, дай бог салать, Atari MTR-90. В общем, там вот клавиши, все такое. Откуда я его про него нашел? Увидел я его на другой следующей картинке. В общем, это альбом Рифката Сайфутдинова. Сайфутдинов. У него есть группа ВКонтакте. Он очень активно, значит, занимается тем, что про себя рассказывает. И считается недооцененным музыкантом. Я тоже считаю, что недооцененный музыкант. Он говорит, вы про меня в Казани ничего не знаете. Я говорю, ну как же не знаем? Типа, ну, я знаю, да. Надо сказать, в чем вообще знаменит Рифкат Сайфутдинов? Рифкат Сайфутдинов, например, создал группу Байрам ансамбле, да, которую мы сейчас ассоциируем с Ханьей Фархи и так далее. То есть Хания Фархи в этот ансамбль пришла как солистка, у нее там какие-то воспоминания есть, что она пришла в платье, там что-то с баяном, что ли, такая. Вот Джерлы Сымкеля, Хания Фа была же актрисой, искала какие-то на себя новые способы заработка и так далее. В общем, да. И, в общем, группа Байрам возникла. В общем, Рифкат Сайфутдинов был ее главным лидером, аранжировщиком, писал для нее песни. Также в этой группе пел Равиль Харисов. Вот. И потом, соответственно, Сайфутдинов, по сути, подарил Хания Фархи этот ансамбль, и мы теперь ассоциируем его собственно, с Хания Фархи, с этими песнями и так далее. Ну вот, и, соответственно, вот мы видим внизу, да, вот этот, соответственно, пульт. Просто я не мог его долго опознать, потому что он почему-то вниз головой поставлен, но не в рабочем состоянии. А вот, соответственно, музыкант сам сидит на фоне синтезатора, и это синтезатор Roland Juno 106. Откуда я это знаю? Я у него сам спросил, говорю, что за синтезатор? Говорит, это Roland Juno 106.
Говорю, спасибо. Вот. Ну, чтобы вы понимали, кто такой Рифкат Сафутдин, давай вот следующее видео запустим. Это, собственно, он написал. И там есть история, собственно, как эта песня создавалась. Они поехали в какой-то гастрольный тур, и к ним пришел, значит, один из чиновников из Петряща. Говорит, товарищ Рифкат, у нас у района нет нормальной песни своей. Говорит, я предлагаю вам, типа, договор. Вы пишите нам хитару мощную, и мы вам обеспечим гастроли в Пестрецах. По-моему, тогда гонорар Байрама стоил 500 рублей. Она тут же какую-то демку послушала у Рифката, значит, написала трек, и уже, значит, соответственно, уже на следующий чуть ли не день исполняла эту песню. В общем, теперь мы все ее знаем. И мы тут слышим, соответственно, в синтезаторе играем. Давай пока прекратим, паузу нажмем. Вот, и перейдем к файлу 0.3, где у нас дальше переключай на следующее видео. Famous Synth Sounds of Juno 106. Ну вот теперь это синтезатор с Juno 106, на котором записано это все. Ну, что еще на нем было сыграно, что? Это группа Аха, например. То есть этот синтезатор, когда ты говоришь, ну вот Roland Juno 6, ну, говорит, Радив, ну это база, типа, это вообще там. Но понятно, что он не всем доступен, и мы увидим наверху, да, что это синтезатор аналоговый, что это значит, что у него не готовые звуки, а вот, соответственно, их можно самому накрутить наверху с крутилками. Так, пока остановимся. Я поставлю, что он еще на этом наиграл. На этой пластинке, соответственно, которую мы обозревали, там есть такой трек, например. Равиль Харис поет, песня называется «Сабан Туе». Жырла курanya тереле әнә шулай сынапа Жырлак яуки килен бит ракылын бүген Хопа Сабан туе бергенә Күңел ачып ергенә Жырлак яуки килен бит ракылын бүген Хопа Да, еще надо сказать, что там барабаны не живые, барабанная машина, там, ну, драм-машина Алезис. Я не знаю, какая из них, но, в общем, нормальная драм-машина из того периода. И тут еще слышно, но мне кажется, что он все это играл не синхронизируя, то есть никаких секвенсоров там не было, то есть это все такая живая музыка, она вроде электронная, но она вот дышит, что называется. Вот, например, вот Рима Ибрагимова, наверное, вам известная, поет у него песню «Жейнен Сонгокене» «Последний день лета». Такое нормальное белое регги. И вот эти слышны характерные электронные барабаны. И это, ну, как бы не проблема, какая-то особенность татарской эстрады есть в том, что татарские певцы, они поют, ну, по-эстрадному. Ну, как объяснить? То есть, например, когда музыка отдельно, а певец отдельно немножечко. Как бы певца есть такая школа, он уже закончил консерваторию, у него есть пение на позиции, да, вот. Он немножечко, ну, бельканта добавляет, то есть он поет красиво, и когда, например, играет с оркестром это одно ощущение, когда, соответственно, мы подкладываем какую-то более современную аранжировку, и возникает некий диссонанс, с другой стороны, не диссонанс, это возникает, ну, вот этот именно звук татарской эстрады, скажем так. Он до сих пор ценен, потому что, ну, вот как мне один приятель сказал, говорит, мой концепт — это мертвая музыка и живой голос. То есть поэтому говорим, вот наши Безнадеждшалар, как они красиво поют. Конечно, они красиво поют, потому что ты на фоне вот этой всей аранжировки, я бы думаешь, ну тут кроме голоса нечего слушать, как бы, да, с одной стороны. И голос прямо вот вытаскивает все. Мы здесь тоже слышим, в некотором смысле, что Рима Ибрагимова, конечно, поет, что называется, по-классическому. Ну и самое главное, вот при этом Равиль Харисов, который как бы был уже более, скажем так,
московским татарином, хотя, по-моему, последние годы в Казани пел, видел я его выступление здесь. Вот, он именно пытается дать, что называется, драйва, но, естественно, самый главный хит у него, я сейчас поставлю. Вообще, эту пластинку я сам в руках никогда особо не держал, она где-то в библиотеке есть. Вот, но я один раз слышал ее на диджей-сете, ставил ее Степан Казарьян, который делал фестиваль «Ауаз» у нас здесь, потом он делал фестиваль «Боль», а сейчас у нас обычный сербский промоутер. То есть он купил его чисто ради этого трека, потому что трек, конечно, разрывает вообще. Yanır yolsun çirne buran bazı balsın İsimciler atsın gürlemek Bozlar bulup batsan kuller Tavan düşsün yol üstüne Kalar minna bar çürgüne Min barı bir maşinamda Alma çalam cilli cilli İndi eyler damlama bir şiguli Min barı bir maşinamda Alma çalam cilli cilli İndi eyler damlama bir şiguli Şiguli Да, это он еще на саксофоне там играл. Вообще молодец большой. Но я потом все это выложу, наверное, в ВК. И кому надо, тот надо его найдет. Ладно, а дальше у меня видео будут всякие. Мне кажется, сейчас основная электропоп-певица того времени — это Захра Шарифуллина. Поэтому все так любят Захра Шарифуллина. Она вот усмела поймать дух времени. Давай, Салават, поставим клип Захра Шарифуллина «Ниге яңа йөрәгем». 91 год. А, нет, вот. Тут все прям по канонам. То есть, когда малый барабан в третьем доли шарашит. Так, давай следующий ролик сразу поставим. Эта песня настолько хорошая, что у нее две версии есть. Следующий трек, следующее видео. А вот видите, там у него Роланд как раз стоит, тот самый. Видите, как она в камеру еще смотрит, да, прям как в сердце смотрит тебе. Вот, это мне Назым Исмагилов сказал, кстати, это не мои слова, это Усал так сказал, говорит, прям как Ерекка Хараптарами. Вот, но теперь посмотрим, что там за синтезаторы были. Давай запустим вот синтезаторы 07 YM Last Christmas. Вот, собственно, мужчина у нас держит, это кейтар Yamaha CSS 10. Но это песня, которая всем нам, конечно, вообще нам мозг убивает. Это группа YM, да? Прошлое, значит, Рождество там, You Gave Me My Heart и так далее. Что характерно, это уже FM Digital Keyboard. То есть это уже синтезатор, не который ты там ручки крутишь, он тебе говорит, вот тебе звук такой, вот он так звучит. Но что хорошо, его можно еще отправить в цифровом варианте, там, запрограммировать, и можно, например, вот, не знаю, в MIDI отправить. Ну, то есть это более уже такая
машинная музыка. То есть вот такой синтезатор у них был, что вообще не связано с синтезаторами. Вот ты покупаешь себе гитару, например. Купил ты себе гитару, и звук твоей гитары зависит от того, какой у тебя комбик, какие у тебя примочки, какие у тебя провода. Звук синтезатора вообще ни от чего не зависит. Ты купил такой же синтезатор, как у группы Wham, в которой пел Джордж Майкл? У тебя такой же звук, по сути, да? А следующее видео запустим. Вот Yamaha PCR-16. Я предполагаю, что это синтезатор, потому что у него тоже такая вот характерная вот эта вот сарлаурнанда. Вот у него тут, соответственно, выборы ритмов, выборы звуков и так далее. И оба этих синтезатора, соответственно, присутствуют в клипе «Шарифольный Туган Япка». Чигарел. Туган Япка искатыше. Вот, и что там интересно, я недавно, вчера написал Рашиду Калимуллину, и эту песню написал Рашид Калимуллин. Рашид Калимуллин сейчас глава Союза композиторов и России, и Татарстана. Вообще очень занятой человек, видимо. Вот. Но я ему клип отправил, говорит, Радив, спасибо, говорит, я этот ролик не видел сам. Спасибо, что вспомнили мою молодость вообще, как бы, ну, типа. Вот, я вообще, говорит, эту аранжировку не писал. Вот что интересно. Все эти звуки писали другие люди. То есть, ну, как обычно в поп-музыке происходит, я вам объясню, да, как бы, ну, либо есть какой-то продюсер, то есть ты в студии сидишь, вот он тебе накручивает какие-то звуки, либо группа сама пишет, да, или если мы говорим про синтезаторные группы, конечно, они сами там все накручивают, они же с синтезаторами играют, а тут было по-другому, то есть композитор приносит, скажем так, нормальную песню, ну, там, с клавир приносит, на пианино сыгранное, потом садятся люди у нас и наигрывают какую-то музыку. Мне кажется, про этот человек надо, конечно, отдельный фильм снимать. Вот соберусь и информацию сниму. Да, вот. Не тот, который впереди стоит, как что характерно, а вот который около бутылки шампанского Мулана Путера, это, соответственно, Вадим Усманов. Вадим Усманов вообще должен, у него должно быть памятник стоять в центре города, потому что он нам всю музыку сочинил, которую вы все любите. Вадим Усманов был лидером вокально-инструментального ансамбля, в который пел Илхам Шакиров. Например, Вадим Усманов писал песню «Чулпан». Все же любят песню «Чулпан», да? Нет такого человека, который говорит, отвратительная песня, вообще не могу слушать. Он писал песню «Чулпан». При этом Вадим Усманов, кстати, по-русски всегда разговаривает. То есть я вот видео смотрел, ручек Сиреша. Вадим Усманов, соответственно, с Ильхамом Шакировым был главным его звукарем, скажем так, ну, в смысле, аранжировщиком, он его звуки определял. А потом он, соответственно, еще, он работал на студии радио, которая у нас находится там, где сейчас находится Шаян ТВ. Поскольку там находится Шаян ТВ, теперь нельзя записываться. Хотя у меня был опыт, я играл на Шаян ТВ лайв, и нас записывали, так что я могу себя в это число включить. В общем, работа происходила так. Например, приходит, соответственно, композитор, дает тебе музыку в нотах, и вот вы ее придумываете, аранжируете и записываете. Вот. Вчера я звонил такому гитаристу, как Анас Бакиров. Я потом поставлю композицию, вот, где он играет. Да? Анас Бакиров потом создал группу «Заман». Вот. Он говорил, Радив, такая проблема была. Говорит, мы писали кучу музыки, но платили нам только за ту, которую принимал худсовет. Вот сейчас очень много говорят, что хорошо бы вернуть худсоветы, так красно было, там только хорошие песни принимали, как бы, но не факт, кстати. Возможно, он говорит, ну, типа, а что с остальными вещами будет? Остальные все стирали, говорит. То есть они даже в фонд не принимались, и мы за их деньги не получали, как бы. Но есть песни, которые сейчас хитами являются, их, соответственно, худсовет, может, не сразу принимал или сразу принимал и так далее. Вот, соответственно, Вадим Усманов вот все эти песни, многие из них, собственно, и аранжировал. И, соответственно, за музыку вот к этому хиту, соответственно, ответственно, с одной стороны, конечно, Рашид Калимуллин, с другой стороны, ответственные музыканты, которые там играют. Вот. И я хотел поставить теперь, соответственно, Резиду Ахьярову. Вот у нас такая пластинка есть у Резиды Ахьяровой. Называется «Жерлар». Bala bilen tuğan
Құтлы болсын туған ер, құтлы болсын туған ер, құтлы болсын туған ер, құтлы болсын туған ер. Вот, соответственно, тут написано, да, ансамбль под управлением Вадима Усманова. Ансамбль называется «Мугам» у него. Вот, тут на самом деле много разных песен. Это «Идельерт», это из Дастана Идегей. То есть это вот запись 80-х годов, издана, по-моему, это в 91 году. Вот, поет, соответственно, кто поет у нас? Айдар Физрахманов поет. То есть «Идельерт», «Идлебуй», «Лисананда». В общем, тут как бы видно, да, что все исполнено на синтезаторах. Вот. И вот еще мне нравится этот пример, конечно, тут его даже не воспроизведешь так. Есть песня, вы ее знаете в одном варианте, а я поставлю вам другой вариант. Shoba poyez shoba degan jir bilan tamomlaymiz. Rezida Xiyarova muzikasi, Razil Ualiyev shi'ri. Şaba poyez şaba, tuğan yakma taба, marşı ala рурime. То есть это такой звук 70-х, да, оркестровый звук. Вот. Но нам нужно экономически проще все, скажем так, на синтезаторах, поэтому приходит на сайт Айдар Физрахманов и исполняет все то же самое. Понятно, да, как бы здесь. И я хотел еще такой трюк провернуть, если у меня получится, взять самую известную песню, соответственно, Зухры Шарифуллиной, засунуть ее в искусственный интеллект, пусть она нам ее разделит на дорожки. И попробуем посмотреть, из чего трек состоит. Песня называется «Субу индау чахяна». Я это буду говорить иногда, чтобы люди не забывали. Спектакль идет Монг, в площадке Монг идет спектакль Монг, да, где у нас Нурбек Батулла изображает себя гитариста. Вот. И, соответственно, они там поют несколько песен. И однажды мне говорят: Радиф, мы хотим, чтобы они какую-то песню пели, вот такую песню, знаешь, чтобы вот все такие, ну да, это вот это вообще как бы там, ну как будто вот и во дворе на гитаре, там и мама знает, говорит, ну сыграй Субу индау чахяна. Так что я музыкальный консультант всего этого, я считаю. Сейчас попробуем запустить. Субу индау чахяна, барабаны. Да, то есть все хорошо. Бас у него в этой песне замечательный. Вот он такой у нас. Что мы слышим? Бас живой, кстати, да? Я один раз позвонил Резиде Ахьяровой, слава богу, она очень общительная женщина в этом плане. Я говорю, а вот как вы эти песни делали? Говорит, ну мы приносили песни, а Вадим там типа смотрел сам с ребятами. Вот, и, собственно, ребята говорят, да, Вадим нам приносил, мы там размечали куплет, припев, что играет, и вот потом записывали. Вот, то есть я, говорит, это все не придумывала. То есть у меня была там песня, типа, ну, не знаю, там, я просто из головы вытаскиваю, да, там, Субуенда, ущах яна, и там какой-нибудь пианино играет, в общем-то. В общем, я говорю, а барабаны какие были? Говорит, барабаны, говорит, были живые почему-то, она говорит. Хотя вот это явно не живые барабаны, конечно. Возможно, это были запрограммированные барабаны, либо это были электронные барабаны, то есть когда ты стучишь по штуке какой-нибудь, да, он выдает тебе одинаковый звук.
но тем не менее. Еще у меня искусственный интеллект вычленил, соответственно, синтезатор. Ну и кому надо будет, прекрасный голос. Йоклый авыл сүнгән утыр, кайттым сиңа еллар узгач. А все вместе, если кто забыл, звучит так. Кайттым сиңа еллар узгач. Вот так вот. Синтезатор музыка в этом плане, она, конечно, очень простая, с одной стороны. А если она простая, она доходчивая. Что, кстати, когда композитор того времени спрашиваешь про их знаменитые хиты, у нас вот здесь происходила встреча один раз с Луизой Батыр-Булгари, она говорила, ну, это я так написала. Там ничего такого особо нет. Ну, там квинта, кварта играет. Там, ну, я не этим особо, типа, не горжусь, как бы, да. А ты всю жизнь это слушаешь, там. Венетийные шунды, саган, да. Вот. Соответственно, теперь я хотел поставить пластинку Венеры Ганеевой, которая такая квинтэссенция электронной музыки. Ганеева записала ее, по-моему, в конце 80-х. Вот. Я к ней один раз подходил, говорю, как это все происходило у вас? Говорит, ну, как бы она говорила, что подложку, вот мы с инструментал написали здесь, а вокал, по-моему, не писали, соответственно, в Москве. Вот сейчас вы гитару услышите, это вот, собственно, она с Бакиров играет. Сейчас будет. Заметьте, какой дикий контраст между куплетом и проигрышем. Я всегда забывал, что там дальше песня играет. Мне всегда вот это начало нравилось. Я с него даже ремикс сделал. Очень крутой ремикс. Вот, у меня есть теория на этот счет, что были композиторы, которые, соответственно, ну, слушали западную музыку. Например, Резида Ахьярова утверждает, что она очень любит группу Led Zeppelin. А кто ее не любит, собственно говоря. Вот. Она говорила, вот я слушал группу Абба, ну, вообще Радив говорит, мы все слушали, как бы мы тут не в вакууме сидели, мы все знали, что происходит в мире, как бы все это, естественно, откуда-то брали себе. Поскольку они были композиторы, которые писали для народа, они, соответственно, ну, хотели, чтобы народ ну, как бы что-то услышал там знакомое, да, мы видим, да, соответственно, когда песня вступает, ну, как бы, если взять вот вступление к этой песне, она вообще как будто бы из какого-то западного хита, вот, и вообще замечал во многом у многих татарских певцов 60-х, 70-х, 80-х годов, когда вот они не поют, немножко другая музыка начинает играть. Вот, там, Ильхама Шакирова, например, то же самое, то есть он вступает, и это вообще, ну, хотар, халак жира, а до этого там, ну, какой-то фанк татарский. Видимо, может, у них компромиссы какие-то были на этот счет, там,
я когда пою, у вас будет музыка, соответственно, более национальная, а вот когда я не пою, пожалуйста, выкручивайтесь как хотите. Вот, я хотел не все песни ставить здесь, например, хотел поставить здесь «Чулпан», потому что это версия, соответственно, не Ильхама Шакирова, а, собственно, версия Венеры Ганеевой. Это у нас 1, 2, 3, 4, 5 трек. И здесь нет никаких вот флейт, ничего. Здесь только синтезатор, гитара, бас-гитара и ударные. Все. Как вот прописано. Писал, соответственно, я Камиль Фейзрахманов. Камиль Фейзрахманов — это муж Венеры Ганеевой. В общем, поэтому тут все сделано очень качественно. Ну, вы знаете, да? Я в этом месте плачу, поэтому... Так, еще один трек поставлю. Песня «Сона как кук». Это прям вот такой забойный боевичок. Вот, что интересно, это вообще песня для спектакля. Разиль Валеев написал ее для... У него был спектакль, пьеса «Айда барик кызлар карик». В Тинчуринском театре она шла. Я так понимаю, ставил ее Дамир Сиражиев. Вот. И, сколько я понимаю, Камаловский театр, посмотрев на это, на успех того, насколько это все забойно идет, сделали такой ход коммерческий. Появился у них спектакль «Казань Гитлере». Да, как бы, я просто про театр тоже пишу, просто расскажу историю. Там, получается, в 89 году у нас Фарид Бичентаев приезжает из Москвы, говорит, я вам сейчас все покажу, сейчас настоящий. Ставит он спектакль «Бичура». Очень такой, на полутонах такой, там много кашкармилар, то есть, ну, такого, в общем, такой, конечно, люди такие немножечко не ожидают такого ничего. В общем, людей поиск идет, а «Бичуру» написал Мансур Галяжев, Аяз Абайнан Иканчула. Вот, и потом, соответственно, говорит, ах так, ну тогда мы вам сейчас напишем такое, что вот прям хиты на все времена, да, и ставят «Казань Гитлера» про 4 парней, которые напились и оказались в деревне. То есть это вообще, ну, явно не «Бичура». Это вот прямо конкретный такой, ну, ситком, да, комедия такая. И, соответственно, эта комедия их кормила многие годы. Есть еще информация такая, что деньги на постановку этого всего давал Раиль Садриев, который сейчас у нас в СИЗО сидит и которого сейчас должны спасать, да, глава театра Буинского. В общем, такая история. Вот. И
Ну, еще интересная более история, что вот этот текст «Санака Кук» приходит однажды к Разилю Валееву, певице Хамдана Тимиргалиева. Говорит, у тебя вот песня была такая, а можно быть мне тоже сделать такую, но с другим текстом немножечко. И поэтому у нас в этой песне есть вариация. Какая версия, по-вашему, лучше? Мне кажется, они обе хороши. Всегда приятно, даже если одна песня, еще одна песня есть, но чуть-чуть другая. Вот следующая песня у нас тоже известная. Она открывается в вторую сторону. А вообще пластинка такая штука есть, да? У нее обе стороны должны открывать песни, прям, которые заводят. И сейчас как бы люди выпускают синглы. Почему они выпускают синглы? Потому что человек ткнул что-то, послушал 5 секунд, ему не зашло, как бы и все. Пластинка не за... А раньше люди ставили пластинку уж, если ты перевернул ее, чтобы она прям отбивала. Яратырған келді біз бұл жерде, яратмаған жүрек яналмай. Яналмаған жүрек түгел, яналмаған жүрек түгел. Яратмайша бізге ярамай. Яратыңыз туған елімізді, яратыңыз туған тілімізді, бір нигәдә қарамай. Махаббатсыз яшау ярамай, бір нигәдә қарамай. Махаббатсыз яшау ярамай. Вот, по количеству упоминаемых слов вы понимаете, что это написал текст Роберт Миннулин. Роберт Абайнен вообще такая технология была. Он брал какое-нибудь слово и потом стихотворение его раз 15 повторял, и он... Причем это как бы не надоедало. Вот он, соответственно, сочинил песню с словом «Яратыңыз». Вот, на что это похоже? Ну, мне кажется, немножко, конечно, похоже на группу «Мираж». Но не в том смысле, что это группа «Мираж», а в том смысле, что и там пели люди, которые закончили консерватории. Да, Суханкина тоже, соответственно, таким же голосом обладала. Это был... Фишка была, что у тебя очень понятные аранжировки, но при этом у тебя очень высококлассный вокалист. Да? Я ни одну песню «Миража» не могу вспомнить. Напомните ни одну песню «Миража» какую-нибудь? А? Да. Музыка нас, это все, да? Связала. Вот это все. То есть не музыка нас, вот это все, да? Ты как бы слушаешь. Ну, они, во-первых, хорошо все-таки сделаны. Ну, есть сейчас лейбл такой, Машина Рекордс, они активно пересдают, соответственно, вот электропоп, синди-поп, вообще, ну, поп-музыку того времени. И там прям интересно все, как все это скроено было, насколько там все заморочено было. То есть, ну, вот в детстве немножко от этого поливался, а сейчас как бы слушаешь, ну, по крайней мере, как элемент эпохи. Я еще один трек я хотел с этого пластинки поставить. Называется «Бахатамнон Койоша был Йором». Это будет «Будь солнцем моего чести». Половинка моя. Вот. Соответственно, очень такая занятная. Я как будто написал Юрий Чернавский. Я, скажем так, сказал бы.
Это последний трек, поэтому он такой самый уж. У меня всегда было ощущение, что сейчас Пресняков запоет фальцет. Kışlıkta yazdırdırgan damlar, yaktısında senin yüzün görür. Baktarına bilen taşıran bu, mehtebene bağlı dolu yürek. Yaz gideyen damla, parla dağda, fınlarla kırdı, simalardı. Arık kıyca, ağrılar var, baktığın koyaşı bu yarı. Yaz gideyen damla, parla dağda, fınlarla kırdı, simalardı. Arık kıyca, ağrılar var, baktığın koyaşı bu yarı. Başınızlar tuğla tire yanır, aman sinirler suya canım. Вот. И пусть Салават теперь поставит нам видео, которое мне дико нравится, конечно. Давай. Это я спрашивал, опять же, у человека, который его держит, это синтезатор Юность 21. В общем, говорит, до сих пор, говорит, у меня на студии лежит. Группа Айфара, как, может, вы знаете, из села Кулькачи. Они, в общем-то, в доме культуры своем нашли синтезатор и сказали, вот же есть «Ласковый май», а у нас будет свой «Ласковый май». Балашақта маман қайтайды, онан болып бізді ұранға. Өзің келіп бара бұлшаға, келейдің бізге ойнарға. Вот, и, Салават, поставь сразу следующее видео. Вот советский синтезатор «Юность 21», чтобы вы поняли, что же за синтезатор такой. Вот у нас слева ручка, держатель, на ней громкость. То есть какие-то фильтры на нем, что-то есть такое, но звук, конечно, такой победнее. И это уже получается музыка 90-х. Вот, паузу пока нажми. Что я считаю вообще происходит, когда вот ругают татарскую эстраду 90-х, она, в принципе, вообще ни в чем не виновата. Просто вы же все в 90-е жили, да? Какой там до музыки? Вот, есть ничего. Вот, ну, если, до меня только недавно дошло, типа, там, папе твоему не приносят зарплату полгода. На что мы жили тогда, я вообще не понимаю. Не на деньги, получается. То есть, да, то есть наступает хозрасчет, филармония. Те артисты, которые пели до этого, вот, например, на обложке у нас альбома, двойном альбоме Луизы Батыр-Булгари, у нас тут Зирис Сангатуллин, Равиль Харис, Венера Ганиева, Асаф Алиев, Мирсаид Сангатуллин, Айдар Фазрахманов, Лясен Хадиева, Наиля Яхина. Наиля Яхина, собственно, вот пела песню «Рамазан», с которой мы начинали. Руслан Даминов, Рамиль Миндияр. Миндияр там бар екен, да. Искандер Бектахиров, Уран Аджмахтаволсын, Зухра Миназова и Хамдана Тимиргалиева. Они работали за зарплату. Ну, сейчас люди в филармонии за зарплату работают. И оркестр у них был за зарплату. И не было такого просто шекелер и т.д. и т.п. Да? А тут, соответственно, ты ездишь, люди платят деньги, и ты такой, вот у меня есть синтезатор, я в него могу слоями забить всю аранжировку, просто кнопку нажимаю, и у меня синтезатор играет готовый, да, как бы. А у нас, как известно, татарская эстрада, она вокалоцентрична. То есть наш даже считает, вот Ильхам Шакиров Наджира, есть Зинур Мухаммад Наджира, хотя Зинур Мухаммадов ни слова там не написал и музыку там не делал.
у каждой песни есть композитор, автор музыки, автор слов, как бы, да, мы этих людей порой даже, ну, не знаем в этом плане. Поэтому вот главное, чтобы, конечно, певец красиво пел. А все, что там происходит на этом фоне, как бы, ну, это вот уже приложение. Соответственно, если ты долго вот это все ездишь по городам и селам, люди к этому привыкают, ну, теперь у нас музыка татарская, она вот такая звучит, как бы. Вообще, когда истории каких-то ансамблей изучаешь 90-х годов, там такая фраза мне понравилась. Бір егеттің заводында бір заводта эшләгән идек, егетнең бір күрше егетнең бар иде синтезатор, шулай безнең ансамбль башланды. То есть не то, что мы там собрались, у нас барабаны были, там каморка за актовым залом, у нас вот синтезатор был, барабаны забили, бас забили, какой-то там аккорды по цветам забили, да, и мелодию, например, да, как бы, ну, если вы любую песню вспомните, там должен быть какой-то риф. Вот ты, соответственно, это все пускаешь в магнитофон. У меня в детстве был такой магнитофон, можно было двухкассетный, как бы, ты с одной кассеты пускаешь аккомпанемент, а вторую поешь, и у тебя получается трек. Вот. Потому что студии же тоже особо нет. Как бы, да, соответственно, нужно еще эти песни себе записывать. Поэтому, кстати, оттуда еще пошла эта странная мода у нас издавать живые концерты. Когда артист просто пришел, спел, что-то его записали там, ну, с пульта, и издают потом. Вот Салават Фатхадинов на концерты, там, Фидан Гафаров на концерты. Вот. Поэтому такая история проучилась. При этом, конечно, вот это появление баянов, оно, не знаю, как бы люди объясняли это тем, что как раз 90-й год, начало, это осознание того, что вот мы нация, милли узан, национальное самосознание, и вот это символ этого, соответственно, это появление баянов в электронных аранжировках. Плюс еще, конечно, массовое опять обновление городского населения, да, как бы за счет деревенского населения. Деревенское население, конечно, оно привыкло вот именно к звучанию баянов, и это все как бы совпало. Поэтому вот Салават Фатхадинов в этот момент возникает. Первый концерт Салавата Фатхадинова, вообще, если посмотреть его видео, которые, по-моему, еще не удалили где-то, там он просто запускает синтезатор драм, ну, какой-то бит, и под него два баяниста играют, и он поет. Еще там половина концерта он рассказывает истории всякие. Салават Фатхадинов самый первый татарский стендапер. Вот. У рэпера Усала есть песня, где он, собственно говоря, вот вещает. Все это там физика, математика, биология, Киряктуглен. Вот. Соответственно, и синтезаторы тогда и попроще, они подешевле, это с готовыми звуками, с готовыми пресетами и так далее. Вот Салават может показать последнее видео Yamaha PSS 100. Это такой бюджетный синтезатор очень. Вот он. Ну, такой, видите, маленький такой, прям как будто ребенка купили. Вот останови, и на нем написали, например, вот такой трек у нас. Да, еще историю сначала расскажу. Я один раз читал газету «Татарстан Ишлари». Вообще всю татарскую эстраду можно изучать по прессе. На сайте Татарстан Ишлари меньше писали, почему-то больше всего писали молодежь Татарстана. По-русски больше писали про татарскую эстраду. Видимо, потому что люди, которые слушают татарскую эстраду, по-русски разговаривали, не знаю. Вот. И, собственно, Татарстан Ишлари, да, я увидел, значит, увидел статью, что вот группа возникла, называется она так же, как популярная казанская газета «Вечерняя Казань», ТНГ Казан. И там фотография была. И там написано, значит, играет там человек по имени Гимадеев. А у меня есть друг Азат Гимадеев, он пианист. Я звоню Азату, говорю: Азат, это кто такой? Говорит: это мой папа. Говорит: ну, твой папа же, говорит, известный сатирик. Говорит: ну да, он известный сатирик. А еще у него была группа ТНГ Казан. Они там продавались тысячными тиражами во всех ларьках, играли, как бы, просто папа с этим завязал. Говорю: неплохо человек вообще жизнь прожил. Я ему позвонил, когда людей просишь вообще рассказать про свое прошлое, они как-то очень бодро рассказывают. Он говорит: ну вот, да, я, говорит, любил всякую музыку, типа «Ласкового мая», и купил себе синтезатор, вот типа того. И вот на нем начал что-то накрапывать. Мы как бы... Сходил я к аранжировщику, аранжировщик мне там более все облагородил. Потом мы пошли в студию Business Records. И нам издали первый альбом. Первый альбом мы издали тиражом 10 тысяч экземпляров. За него мы ничего не получили. Говорит: ну, Егитлер, там, типа, расходы большие, вот, денег вам не дадим. Как бы. Ну, потом мы что-то получили, потом мы поняли, что со всем этим нужно завязывать. Вот, я, видимо, настолько Азату, видимо, ну, много вопросов задавал, что он через 2 дня весь альбом выложил в интернет в нормальном качестве. Ну, такая очень милая, скажем так, домашняя музыка. Тут уже и звуки такие попроще. Ну и, соответственно, поет непрофессиональная вокалистка.
И в этом тоже есть соль, да? Когда человек поет красиво, ты думаешь, ну я так не могу. А когда поет как бы, ну просто там куршека жерлей, думаешь, ну тоже что-то в этом есть, да? Как бы, это уж как бы как попадешь. Соответственно, поет тогдашняя жена Гимадеева, они, конечно, сейчас в разводе уже, но вот музыка их тоже связала. Yıldızlardan izlep taktım mini. Min köklerde yüzen hazırdan. İzlep tabıp bextli min idim. Sin bextli sizden hazırdan. Aylar yıldan duman yarılıp alavaran. Yıldız gibi yaktı bugün yollarım. Tanıştığını siz kendirir, gönüllerini divrendirir. Tengir kazan siber nurlarım. Вот. Я на этом почти заканчиваю. Я хотел поставить пару треков, которые на пластинках не выходили, но у которых вы точно слышали, потому что в 90-е еще произошла такая интересная вещь. Ушла монополия. Да? Раньше вся музыка либо издавалась на мелодии, либо звучала на радио. Да? Соответственно, ты теперь на радио не идешь, ты сам все записал, кассеты издал, по ларькам раздал, как бы твои хиты, как бы, да, ну, вот. И мне очень нравится это видео, потом найду это видео, вышлю, как Венера Ганеева выступает на день рождения, по-моему, День строителя. Строитель же, вот в Челномальметьке это нефтяники, и вот ДК «Энергетик», значит, огромное пространство, все забито людьми, энергетики, строители уже что-то приняли, короче, и вот они зажигают под это. И второй трек еще. Это песня «Урман Чишмәсе». Hürmetli тыңлаучылар, сездән фикерләр, тәкъдимнәр һәм тәнкыйть көтеп калабыз. Рамазан айы бәрәкәтле булсын. Orman yolunda çıktım karşına, tatlı yavru giydim başına. Kara ormanda gündüz adaştım, kaldı ormanda mınglı karışım. Şettir şettir orman şişmesi, şettir şettir suha yağmur düşmesin. Şettir şettir giyme senin sözlerin, şettir şettir yüzü, güzelim güzelim güzelim. Вот я в завершение хотел сказать, можно очень простой вывод сделать, что синтезатор, как ни странно, татарский инструмент. С этим ничего не поделаешь. Протестовать против синтезаторов — это все равно, что протестовать против дождей. Они либо приходят, либо не приходят, как бы. То есть музыка такая существует, соответственно, уже 40 лет, и даже более. Вот. Наверное, суть не в том, какие ты инструменты используешь, в каком-то внутреннем посыле. Вот. И вообще мы эти песни слушаем, их же гораздо больше было, да, как бы. И многие говорят, что современные песни, конечно, там «Аларда юхмон», «Аларда юхдерт», «Фарентуген». Просто должно пройти время. И, наверное, когда-нибудь там лет через 30 будут современную музыку так обсуждать. Я надеюсь, что это будет происходить не на русском, а на татарском языке. А именно татарский сережек из Башкат Салар Юг, Зур Рахмет Сизге. Все, спасибо большое.